Доброе утро! Утро начнем со взрывов. Смотрите, что у меня есть. У меня есть петарда. Сейчас мы будем взрывать колесо. Посмотрим, что она выдержит. О, пошла. Ох, ёкарный бабайский. Опа! Прикольно. А вот и кевлар тут, который обещанный. Плохая покрышка, не покупайте. Противотанковую, противопехотную точно не выдержит. Здорово. Очень плохая покрышка. На выброс. Все, дождик, дождик и дождик. 40 километров до Гуйлиня. Доехал до Гуйлиня, зашел в Макдональдс, потому что это, наверное, единственное отапливаемое помещение в городе. Замерз, дождь все идет и идет, никак не прекращается, весь мокрый, продрог. Видео. Вот сижу в Макдональдсе, познакомился с прекрасной девушкой, которая приглашает меня в свое учебное заведение. Сейчас пойдем. Ну вот я и на вписке. Make movie. Вписка меня сама нашла. Вот сейчас сижу. Сушу свои ботинки, помылся. Большое спасибо моей спасительнице. Она тоже, оказывается, учительница. Тоже преподает английский. Вот в ее классе. Сегодня буду здесь спать. Простелил спальник, хоть высушусь. Холодно здесь. Я говорю, ничего здесь не отапливают, помещение вообще не отапливают. Макдональдс единственное место только. Вот, завтра обещают уже хорошую погоду солнечную. Так что дай бог. Завтра снова в путь с утра. Сейчас отдыхать. Доброе утро. Сколько время-то даже? Время 7 часов. Сейчас собираться и ехать дальше. Утро будет нудл. Тут она какая-то с салом они делают. Короче, специальная гуйлинская какая-то. Можно добавлять вот самому все. Тут лежит черпак и добавляешь. Отлично. Позавтракали, попрощались. Я выдвигаюсь дальше. Утренний час пик, все едут на работу в одном потоке. Скутеров немерено. Надо цепь смазать еще. После дождей цепь опять. Не опять, конечно. Скрипит по-страшному. Аж самому страшно. Классные какие скалы. Парк какой-то, посвященный американским освободителям от японских захватчиков территорию Китая. Вон показан лев американский, разрывающий японский флаг. Сейчас посидел, чуть-чуть перекусил и еду дальше.
Сегодня погода хорошая, надо проехать. Рассчитывал километров на 150, на 140. Дай бог получится, все нормально. Вот эта трасса вообще кайф. Машин вообще нет. Местные только на мотоциклах ныряют. И то мало. Красота. Сейчас по горам ехать. Здорово. Вот это рай, вот это кайф. Тут даже не надо с дороги сползать. Мандарины растут. Руку только протяни. Много-много. Я уже объелся их. Говорю, райская дорога. Только мандарины еще не спелые, но меня это тоже не останавливает. Внутри они уже как спелые, просто кожурка еще зеленая. Хоп. Здесь этих мандаринов столько, ешь не хочу. Я вот подумал, если бы у нас было так вот росли они, у нас бы вооруженная охрана бы стояла бы, наверное. Здесь никто ничего не охраняет, не смотрит. Подходи, бери. Ну, конечно, тоже лучше, чтобы никто не видел. Я уж уже наелся. Было бы у меня времени побольше, я бы ушел куда-нибудь в горы, поставил бы палатку, дня 2 бы отдыхал бы. Но времени нет, надо долбить. Граница. Пока все по плану, все идет нормально. Сейчас уже 100 проехал, время только 2. Ну, 140-150, думаю, сегодня сделаю. Еще и за вчерашний день отыграюсь. Бананы пошли. Чё ж они дорогие тогда здесь? Неужели доехал? Когда кокосы будут? Еще зелененькие. Есть не рискну. Один попробую. Здорово. Красота здесь, тишь. Из-за любопытства все-таки не смог удержаться и один бананчик тяпнул. Ну, невкусно, ничего. Первый раз я так просто вижу зеленый банан. Надо ждать. Надеяться и верить. Буквально проехал через хребты, уже заметно теплее. Там прям холодный такой северный воздух, ветер. Здесь тоже северный, но уже потеплее. Говорю, бананов тут много растет уже по обочинам. Здорово. И такие участки иногда бывают. Люблю такие дороги. Все, встал на ночлег, просушивал палатку, вся мокрая. Что-то я давно ничего не варил, думаю, сейчас гречку сварить.
Не запаривать кипятком, а самому. Кипяток я не нашел что-то нигде. Такой классный аромат южных деревьев, когда их жгешь. Не такой, как у нас. Сегодня проехал 140 километров, 137. Продуктивный сегодня день был. Погода хорошая. Надо использовать его. О, сегодня отдыхать. Ехать завтра. Завтра город Лючжоу, по-моему, будет. Перед Наньнинем. Надо будет искать вписку еще на границе вьетнамской. Один раз надо все равно где-то остановиться, помыться, чтобы Вьетнам уже чистым отдохнувшим езжать. Все здорово, в общем. Доброе утро. Еду на Лючжоу. Осталось буквально пару десятков километров. Погода отличная, дорога хорошая, силы есть. Едем. Ох, сколько цветов, сколько деревьев благоухают. Такой аромат приятный по дороге. Классно. Вот он, юг. Пока дома снега, здесь все цветет. Жарковато стало. Сейчас его надо переменить линзы на солнечные. Снял подштанники наконец. Ох. Но дорога хорошо идет, нормально. Скачу с трассы на трассу. Сейчас съехал на G209. Еду уже на юг, на юг, на юг. Еще 400 километров до побережья Южно-Китайского моря. И до границы, соответственно, до Вьетнамского. Кушаю сахарный тростник. Тут его вон валом. Прикольная вещь. Надо кушать стержень. Не кушать, жевать. Не хочет фокусироваться. Ножом чистишь его. Вообще вкусно, так сладко. Да, здесь зависл в тростниках сахарных. Вкусная вещь. Хорошие палки здесь. И обороняться можно, и покушать. Какая польза. У нас бы росли бы такие палки. Ого, у него ракет. Ему идет. Дорога бетонка. Хорошая. С трещинками. Чтоб не расслаблялся. Вокруг сахарный тростник. Тишина. Я вот так не припомню, когда последний раз сидел возле костра, чисто ради эстетического удовольствия. Все в этой дорожной суете. Сегодня хоть посижу, нашел хорошее место, тихое. Взял вон печенюх тоже с чаем. Чая набрал в кафешке одной. Сегодня проехал где-то 115 километров, нормально. Все по плану, все как полагается. Все, сейчас посижу, покайфую и спать.